Сегодня мы с вами поговорим о новомесячии. Еврейская традиция разделяет дни по уровню святости. Есть обычные будничные дни, как сегодня. Есть шаббат, самый высокий уровень святости дня. И в этот день запрещена любая работа. Чем более свят день, тем более он ограждается от будничного труда, от будничной работы. Суббота – самый святой из дней. Вслед за субботой следующий уровень святости – это так называемые Ямим Товим или праздники. Например, в субботу запрещено готовить на субботнюю нужду, в праздник разрешено готовить то, в чем нуждается душа. Третий уровень святости – это дни Хола Амоэд, будни праздников. Например, дни между первым и последним днем праздника Песах, или между первым и вторым днем, между первым и последним днем праздника Суккот. Это дни, когда часть работы запрещена, но в целом многое и разрешено. Дни, когда святость требует больше сосредоточения на внимании, требует внутреннего сосредоточения, требует вглядываться в себя и глядеть, что происходит. Потому что мы неоднократно говорили, что праздники Господни, они связаны с определенными внутренними вехами. И вот был в Израиле и еще один уровень между Холь Амоэд и праздниками. Было 12 дней, 12 праздников, собственно говоря, новомесячий. Почему я говорил «был»? Я говорю «было», хотя на самом деле новомесячие никуда не делось. История говорит, что весь народ получил этот праздник как потенциал. Весь народ на горе Синай получил заповедь праздновать также Рош Ходеш, новомесячие, то есть начало каждого месяца. Но из-за того, что мужчины не удостоились отдали свои украшения на золотого тельца, мужчины потеряли причастность к этому празднику, и остался этот праздник только у женщин. Опять же, почему такое гендерное разделение произошло? Почему все прошло по половому признаку? Почему мужчины не потеряли, например, Песах или Шавуот, или еще какой-то другой праздник? Дело в том, что новомесячие, 12 новомесячий, традиция их сохранения, это традиция объединения, сохранения на духовном уровне единства 12 колен. Даже когда колена потеряны, все равно через сохранение новомесячия еврейские женщины получают возможность удостаиваться хранить в духовном уровне потенциальное единство 12 колен Израиля. Так, для каждого праздника существует две заповеди. Шмор, храни его, и Цхор, помни его. Вот, помнить его осталось и у мужчин. То есть мужчины помнят его месячные, мы будем говорить о том, как они его помнят. А вот Шмор, храни, осталось только у женщин. Традиционно принято, что женщины отказываются, имеют право отказаться, взять на себя такую традицию, не делать работу в Рош Ходеш, так же, как они не делают работу в субботу. Это благое дело. И посвятить, соответственно, Рош Ходеш, посвятить новомесячие
текущей духовной работе. Если мы говорим о стране Израиля, все проще. Есть масса семинаров, есть масса всяких разных чисто женских встреч. Если же мы говорим о больших международных сестрах, которые вне Израиля, которые часто далеко вообще от всякой синагоги и так далее, то здесь можно сосредоточиться на том, что мы знаем, что каждый еврейский месяц, каждый месяц еврейского календаря несет в себе определенную духовную работу, определенное духовное служение. Если первый месяц, Нисан, он несет в себе передачу себя Всевышнему, вверение себя Всевышнему и ощущение почти экстатического духовного света Всевышнего, то следующий месяц Ияр, например, он будет посвящен тому, чтобы приучить все свои органы, научить все свои органы восприятию святости, чтобы научиться во всем воспринимать святое и уметь фильтровать святое от нечистого. Разумеется, это не учеба на месяц, это долгая учеба, но каждый раз мы возрастании, цикл за циклом, у нас месяц Ияр посвящен вот этой задаче. И подобные задачи, они существуют для каждого месяца. Прежде всего, можно сосредоточиться на уроках месяца, подготовиться и заняться, сосредоточиться на духовной работе месяца. Очень важно здесь в скобках заметить, что канон новомесячия, последний день месяца, последний день перед новомесячием, называется Йом-Кипур-Катан или Малый Йом-Кипур. Это возможность поста и прощения грехов, очищения, не ожидая Йом-Кипура, если что-то накопилось, если что-то лежит на сердце, и просто как хорошая традиция, понимая, что мы совершаем много, использовать этот день для очищения, поста и возможности начать жизнь сначала. Женщина имеет 12 раз возможность обновиться за год. Конечно, и мужчинам Малый Йом-Кипур тоже может быть использован, но сегодня все-таки традиция направлена на женщин. Хотя это и не сильно афишируется. Каббалистическая литература, в общем-то, именно об этом говорит. Если нет возможности, нет информации, нет сведений, или нет понимания, каждая женщина на своем уровне, любой шаг вперед, он шаг вперед. И нет разницы, с какого положения, с какого расстояния, с какого уровня мы шагаем вперед. Поэтому, если для кого-то полезно прочитать книгу про кошерность субботних продуктов, о скромности одежды, для кого-то что-то более глубокое, духовное, для кого-то просто рассказы для души, пробуждающие какие-то душевные качества. В любом случае, посвятить время чтению, посвятить время самообразованию и не забыть еще один важный аспект, хотя и мало кто считает его, признает его духовным, это аспект себя, то есть уход за собой, если нужно, если хочется посетить какой-то спа, если есть возможность. Мужья, сейчас про мужей поговорим, да, у них есть заповедь Схор, они не должны соблюдать этот день, они вполне могут выполнить работу в этот день, ту самую, которую женщины на себя не взяли, но при этом они могут позаботиться об образовании жены, подобрать какую-то книгу, подобрать какой-то, может быть, цикл лекций, семинар какой-то, дать жене возможность
туда отправиться, направиться и получить благословение через это. Мы говорим о том, что это соединяет 12 колен Израиля. Это не просто какой-то такой день отдыха для женщины. В духовном смысле мы считаем, что праматери, они, соблюдая этот день, заложили в каждом из нас, в каждом из колен Израиля частичку духовного преображения мира. И сегодня на еврейских женщинах сохранять эту традицию преображения, сохранять миссию еврейского народа как целого, возможно, по особой милости, даже когда 10 колен сокрыто, именно в Рош Ходеш. Потому что весь Израиль считает месяц по луне, весь Израиль обновляется луной, и поэтому можно сказать, что, условно говоря, что через отсчет времени по луне есть единство колен. Это очень важная заповедь и в плане приближения прихода Машеха, который мы ожидаем, перед которым, или частью которого будет раскрытие, возвращение всего народа Израиля в свою землю. Поэтому очень важно соблюдение новомесячия. Если какая-то женщина для освящения новомесячия хочет зажигать свечи, как это делается в субботу, то можно это делать с благословением, и повелел нам зажигать свечи новомесячия. А если какая-то женщина хочет устроить совместную совместную трапезу для женщин, тоже всячески можно поощрять. То есть законы достаточно гибкие, и можно много общения интересного и полезного для женщин организовать. Совместные молитвы. Молитвы о тех, кого не получается забеременеть или сохранить беременность. Очень благоприятно воспринимаются в этот день, опять же, потому что праматери наши, они имели подобные проблемы. И если у какой-то женщины есть проблемы с беременностью, с плодовитостью, или наоборот с воспитанием детей, с непокорностью детей, так сказать, горести, чревоведения, то этот день, опять-таки, большое благословение для получения ответа на молитвы об этих вопросах. И, разумеется, врата молитвы открыты не только для женщин, и будет хорошо, если мужья не будут забывать о необходимости молиться за своих жен именно в этот день. То есть, мы можем сказать так, это день, когда женское начало Израиля, женщины Израиля могут выйти навстречу Всевышнему с тимпанами благословения, и Всевышний выходит точно так же навстречу дочерям Израилева, и это благословенная встреча, и через эту встречу благословляется вся семья, разумеется, в том числе и мужчины в семье. Поэтому всем нужно постараться, чтобы эта встреча была благословением, чтобы этот день был благословением. Не забывать этот день, не пренебрегать им на фоне других праздников, даже когда он едва ли отмечен в календаре. Мужчины должны помнить, что это не только какая-то дополнительная молитва, это не только какой-то день, в который хабадники прочитывают всю книгу псалмов в субботу перед этим. Это
день, когда благословляется ваша жена, женское начало, а через них благословляется ваша семья, ваши дети и весь дом ваш. Поэтому цель этого урока, собственно, была рассказать о том, как полезно, важно для вас, для всех, для нас, для всех, чтобы этот день в нашей семье помнился нами и хранился нашими женами. С вами был Александр Блент. Спасибо и будьте благословенны.